27 апреля 1999 года якутяне впервые отпраздновали День образования Республики Саха-Якутия, и с тех пор он ежегодно широко отмечается по всей республике. По традиции, в этот день память общественных и политических деятелей, внесших значительный вклад в развитие государственности республики, почтили возложением цветов. В школах и образовательных учреждениях республики прошли уроки гражданственности и патриотизма. Финалом праздничных мероприятий стало торжественное собрание в Государственном театре оперы и балета, в котором приняли участие представители общественности, народные депутаты и руководство республики. Для нас, живущих в Якутии, конечно, праздник республики – это один из таких праздников, которые для нас значит особое значение в силу того, что мы живем в Российской Федерации, но являемся отдельным субъектом, который развивается и на Дальнем Востоке сегодня является одним из самых стабильных и социально ориентированных субъектов. Значение этого праздника прежде всего связано с тем, что 27 апреля 1992 года была принята Конституция Республики, которая в преамбульной части четко закрепила, что Конституция Республики является основным законом, по основе которой действуют все наши органы государственной власти и живут граждане. И главное, что Конституция в этот день закрепила права граждан. И в них прежде всего закреплено сбережение народа, сбережение людей, сбережение традиций, сбережение своей республики. С праздником вас! День республики – это наши выдающиеся личности. Платон Аюнский, Максим Амосов, Исидор Барахов. Через 7 лет, вот мы отпразднуем столетие автономии нашей республики, а основу заложили вот наши выдающиеся личности. Для меня это такой патриотический праздник малой Родины. Я и по прописке, и по своему служению якутянин уже 4 года. Все более и более люблю республику. И День республики для меня очень торжественный и волнительный день. Я сегодня молюсь о том, чтобы Господь укрепил на нашей земле мир, чтобы даровал свою божественную помощь каждому человеку, живущему здесь. В этот день, в первую очередь, наверное, мы должны быть очень благодарны тем не по годам мудрым, молодым в то время людям, которые действительно в непростых условиях создавали государственность нашей республики. И это, наверное, закономерно, что именно благодаря государственности сегодня идет развитие нашей республики. И, естественно, понятно, что каждый из нас, наверное, своим трудом, своей энергией, своей инициативой должен сделать все, чтобы действительно эта память не только жила, но и развивалась. Официальную часть мероприятия открыл выступление председателя Конституционного суда Якутии Александра Кимкимена, в котором он коснулся основных этапов развития государственности Якутии и вспомнил всех, кто внес вклад в ее становление. Дорогие якутяне, впереди у нас большие задачи. Мы граждане великого российского государства. От нас с вами зависит создание в обществе атмосферы законности и правопорядка. Только так мы сможем сохранить достигнутое и выполнить все намеченное. Республика Саха-Якутия, как субъект Российской Федерации, вносит свой достойный вклад в развитие могущества нашей Родины, и этот курс будет продолжен. Наша республика никогда не изменяла своему историческому выбору, находясь в составе России. Основная идея нашего государственного праздника Дня Республики – это любовь к нашей великой Родине Российской Федерации, ее народам, их духовным и нравственным ценностям. Также собравшихся поздравили первый вице-спикер республиканского парламента Анатолий Добрянцев, ведущий инженер-энергетик Якутского газоперерабатывающего завода «Саха-Транснефтегаз» Анатолий Гриценко, представитель трудовой династии Александр Махаев, генеральный директор малого инновационного предприятия Егор Слободчаков, член Союза писателей Екатерина Кычкина. Торжественное выступление завершила речь главы республики, в которой он не только призвал не забывать уроков истории, но и задался вопросом, а в полной ли мере Якутия реализует тот потенциал, который ей дает завоеванный многолетними усилиями суверенитет. Сегодня, в начале 21 века, Якутия обретает государственность в истинном, самое что ни есть, полном ее выражении. Однако, в заключение я хотел бы задаться вопросом, а в полной ли мере мы,
жители современной Якутии реализуем свой потенциал, свои права и полномочия, в которых так мечтали наши далекие предшественники. Не часто ли мы упускаем свои возможности, упираемся в систему неверия в собственные силы? Наверное, нам стоит об этом хорошенько задуматься. Мы не должны забывать уроков нашей истории. Я верю в наш народ, верю в нашу прекрасную республику. Я знаю, что несмотря на многие трудности, с которыми нам неизменно приходится сталкиваться каждый год, у нас хватит настойчивости, мудрости и достоинства, и чтобы, опираясь на прочный фундамент нашей государственности, просто упорно и слаженно работать, строить вместе благополучную и процветающую Якутию. По традиции, в День Республики были вручены правительственные и государственные награды президента России и главы Якутии, в том числе высшая награда республики Орден Полярная Звезда. В год 70-летия Великой Победы его кавалерами стали участница Великой Отечественной войны, заместитель председателя клуба участниц Великой Отечественной войны и вдов участников Великой Отечественной войны Катюша Раиса Федорова и участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Чурапчинского улуса Иван Павлов. Звания почетный гражданин Республики Саха-Якутия были присвоены певцу Победы Александру Самсонову и почетному гражданину Вилюйского улуса Кириллу Павлову. Прежде всего, я выражаю свою искреннюю благодарность за высокую оценку моей скромной деятельности. И эту большую награду нашей республики я переношу своему героическому поколению победителей Великой Отечественной войны. Завершилось торжественное собрание в честь Дня Республики праздничным концертом с участием солистов Мариинского театра и солистов Государственного театра оперы и балета.